Здравствуйте, девочки, здравствуйте, мальчики. Дружно за руки возьмемся и друг другу улыбнемся. Ребята, начнем наше занятие. Вы готовы? Тогда сидите тихо и слушайте внимательно. Начинаем мы играть. Есть одна игра для вас. Я прочту стихи сейчас. Я начну, а вы кончайте. Дружно хором отвечайте. Где отгадка, там конец. Кто подскажет, молодец. Ребята, слушайте загадку. Суп нам варить в ней бабуля. На столе стоит кастрюля. Для нас она необходима. Слушайте следующую загадку. Ведь пищу из нее едим мы. Глубокая и мелкая зовут ее тарелкою. На кухне и всегда почет. Она и жарит, и печет. Не приготовит нам еды без кухонной сковороды. На плите кастрюль начальник, толстый, длинноносый чайник. Молодцы, ребята! А как можно назвать все эти предметы, которые вы отгадали? Правильно, ребята, посуда. Ребята, сейчас мы назовем столовые приборы, которыми мы пользуемся для еды. Вот, ребята, это большая ложка. Большую ложку можно назвать столовая ложка. Это вилка. А это маленькая ложка. Маленькую ложку можно ей назвать чайная ложка. А вы знаете, как называется посуда, которой готовят? Ребята, это кастрюля, а это сковородка. В кастрюле, ребята, варят суп, а на сковородке жарят котлеты, картошку, рыбу. Ребята, а вы знаете, как называется эта посуда? Эта посуда называется кухонная посуда. Ребята, а вы знаете, из какой посуды мы пьем чай? Ребята, чай мы пьем из чашки. Это чашка, а это блюдце. Это посуда для сахара. Она называется сахарница. А это посуда для молока. Называется молочник. Ребята, варенье положат вот в эту посуду. Эта посуда называется варенница. А конфеты положим в конфетницу. Эта посуда называется конфетница. А это чайник. Чайник для заварки. Ребята, а как называется эта посуда? Эта посуда называется чайная посуда. Ребята, сейчас мы с вами назовем столовую посуду. Ребята, вот смотрите, это тарелка. И это тоже тарелка. Но эти тарелки отличаются. Вот эта тарелка, мелкая. Так. А эта тарелка глубокая тарелка. В глубокую тарелку наливают суп, то есть первое блюдо. А котлеты положат на мелкую тарелку. Так. А вот эта тарелка для салата, салатница. А это супница. Так, ребята, мы едим из этой посуды обед. И эта посуда называется столовая посуда. Ребята, а вы знаете, из каких частей состоит кастрюля? Смотрите, это кастрюля. У кастрюли вот здесь называется стенка. Смотрите, это стенка. А эта часть донышко. Эта часть называется ручка. А это крышка. У крышки тоже есть здесь ручка.
А теперь, ребята, мы назовем части чайника. У чайника здесь ручка. Вот эта часть называется нос, а эта часть называется крышка. А это емкость. Или можно назвать по-другому сосуд. У крышки чайника тоже есть ручка. Ребята, запомните части кастрюли и чайника. Давайте назовем посуды, которые сделаны из металла. Смотрите, ребята, это кастрюля. Как вы думаете, ребята, из какого материала сделана эта кастрюля? Правильно, из металла. Это кастрюля металлическая. Вот сковородка, ребята. А как вы думаете, из какого материала сделана сковородка? Сковородка тоже сделана из металла. Она металлическая. Ребята, а вы знаете, из чего сделана чашка, тарелка и чайник? Чашка, тарелка, чайник сделаны из фарфора. Посуду еще делает из пластмассы. Смотрите, ребята, это контейнер сделан из пластмассы. Эта миска тоже сделана из пластмассы. Ребята, вот металлическая посуда, кастрюля, она очень крепкая. Если уроним, оно не разобьется. А вот фарфоровые посуды, они очень хрупкие. Если уроним чашку, оно разобьется. Если уроним тарелку, тарелка тоже разобьется. А сейчас, ребята, я вам прочту стихотворение. Послушайте внимательно. Вот какое дело. Чашка заболела, со стола упала, ручка отлетела. А сейчас, ребята, мы с вами будем играть игру. Дорисуем посуде недостающие детали. Ребята, внимательно посмотрите на этот рисунок. Дорисуйте недостающие детали, а потом называйте. Объясните, почему они так необходимы. Что случится, если их не будет? Итак, ребята, мы с вами сегодня узнали, что предметы, которые нам нужны для еды, для ее приготовления, называются одним словом посуда. Вы знаете, какая бывает посуда. И мы поняли, что нам без посуды не обойтись. А сейчас, ребята, мы с вами попрощаемся. До новой встречи, ребята. Пока-пока.